Начнем гражданскую панихиду. Когда я с вами дал гости, вина, родственники все. Искренне соболезную вам. Но я думаю, то, что вы видите, сколько людей уже пришло, а Володя, помню, я позволю себе так говорить о нем, потому что как-то так привыкли мы на работе, независимо от того, кем кто был, всегда обращались по имени. Владимир Петрович родился в городе Ратынов 5 июля 1946 года. Ратынов – это государство, которого уже нет. Это бывшая ГДР, это зона советских войск, родители военные врачи, прошедшие фронт. Еще оставались военнослужащими. Вот у них родился первенец. После уже возвращения в Советский Союз, еще одно государство, которого нет. Это дальше уже это была советская школа, потом Ленинградский университет, физический факультет, который он окончил в 70-м году, аспирантура там же. А после аспирантуры он с супругой, Станой Михайловной, приехали в Сыктывкар, в университет, который только-только был открыт. И вот с первых лет организации университета его жизнь проходила в стенах Сыктывкарского университета. Тут все видели эти первые годы и знали не только по первым годам Владимира Петровича. Это был очень живой человек, старающийся принимать участие везде, всегда. Был все годы куратором студенческих групп. Как всегда, было много студентов, кто выполнял курсовую, кто дипломную. Читал для физиков, студентов лекции по общему курсу физики, в одном из разделов общего курса физики. Делал практические занятия, семинарские, читал спецкурс, все было. И насколько я слышал, я не буду говорить здесь свою оценку от студентов, всегда говорили только самые добрые слова о нем, как о преподавателе. Я это могу сказать, в принципе, и со стороны, зная ее умение, способности объяснять то или иное, не совсем понятное, будь это студент или ученик, человеку, на самом разном уровне. Если не доходило, он мог уровень немножко ниже сделать, опять объяснить и, в общем, добиться того, чтобы человек понял, о чем идет речь и так далее. При этом был достаточно требователен. Я думаю, бывшие его студенты, которые прошли через его руки, они подтвердят,
То есть просто так не ставил. Он очень всегда хотел, чтобы те, кто занимались физикой на нашем факультете, они знали, понимали, о чем идет речь, и умели этими знаниями воспользоваться. Он всегда хотел, чтобы что-то новое было внедрено из науки в практические дела. Здесь у нас есть и люди с Академии наук, которые могут подтвердить мои слова. В те годы голография только набирала темп и только начинала внедряться. Но методы голографии были внедрены в том отделе, которым руководил академик Юшкин, тогда еще не академик. Первые установки были построены, непосредственно ими запущенные. Дальше его сопровождали выпускники, наши студенты, с которыми он занимался, и были получены блестящие результаты. Так можно говорить и о других направлениях, чего он хотел. Иногда казалось, что его меньше интересует он сам, его личные научные результаты. Он хотел делиться знанием со студентами, с окружающими. У него была масса друзей. Любил путешествовать, вспоминая экспедиции физиков на Приполярный Урал вместе с геологами, многочисленные, и не только, и радиофизики наши, когда занимались, тоже было. Это был веселый, добрый, очень добродушный, с другой стороны, но и требовательный человек. Я думаю, что он останется, безусловно, в нашей памяти, в наших сердцах, и мы не раз еще будем и говорить о нем не просто как о человеке, который как-то был, жив, ушел и забыл. Нет. Володю сложно забыть, невозможно забыть. Ну, а теперь я бы хотел предложить поговорить вам. Кто готов начать разговор о Владимире Петровиче? Дима, сын.